Джон Маккейн, сенатор от штата Аризона, в 60-е годы проведший несколько лет во вьетнамском плену, объявил Трампа в том, что он оскорбил Хизра Хана и его жену Газалу. «Я не могу выразить, сколь глубоко я не согласен с мистером Трампом. Надеюсь, американцы понимают, что эти слова не отражают взгляды всей республиканской партии», говорится в заявлении Маккейна. Хотя республиканцы и выбрали Трампа своим кандидатом в президенты, это не дает ему права оскорблять людей, лучших среди нас, сказал он. Другой республиканский сенатор Рой Блант посоветовал Дональду Трампу сосредоточиться на рынке труда и национальной безопасности и прекратить отвечать на каждое критическое замечание, будь то от скорбящей семьи или от Хиллари Клинтон. Недавний конкурент Трампа в президентской гонке Джеб Буш назвал слова Трампа крайне неуважительными, а спикер Палаты представителей Пол Райан заявил: «Мы должны чтить жертву, принесенную семьей Хан. Точка». Президент Барак Обама, не называя напрямую имя Трампа, заявил, что семьям военнослужащих, погибших во время боевых действий, должны быть отданы надлежащие почести. Никто не отдал больше во имя нашей свободы и безопасности, чем эти семьи. Как главнокомандующему, мне, честно говоря, уже надоели неуважительные высказывания некоторых людей в адрес наших военных. Конкурент Трампа в борьбе за президентский офис Хиллари Клинтон была более прямолинейна. Глядя на то, что сделал Трамп, думается только об одном. Существует ли для него вообще дно? Отец погибшего солдата Хизр Хан уверен, что правильной реакцией со стороны лидеров республиканской партии было бы отозвать свою поддержку Трампу. Как такой кандидат может быть избран? Он способен лишь потопить корабль республиканской партии. Согласно сегодняшним данным телекомпании NBC, по результатам партийных съездов Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 8 пунктов, имея 50% против 42%.